Ну что, ребят, всем привет. Я думаю, это долгожданный выход не только для меня, и для вас тоже, потому что наконец-то, ребят, все получилось. Время, погода, не знаю, настроение, и собрались, ребята, рвем когти. Лариса Юрьевна, сегодня, ребят, у нас ночной выход такой, ну, рыбалка с ночевой, едем за налимом, ну и в целом вообще просто отдыхать, ребята. Как обычно, набрали кучу вещей, не знаю, даже пришлось воспользоваться багажником от мотособаки. Продукты, сумка, холодильник. Кан с живцом, ребята. Живец наловил, все четко. Здесь какие-то снасти. Большой рюкзак. Ну и здесь, ребят, бензин, пила, печка, палатка, раскладушки. Короче, ребят, все есть для того, чтобы просто жить в лесу, рыбачить и кайфовать. Пол-8, точнее пол-9, ребят, идет снег. Такой еще пасмурная погода. Пересекли речку Сысолу. И хотел ехать по реке, но пойдем по дороге, ребята. Снега очень много за ночь навалило. В целом будем идти до села. И потом заходить потихоньку в лес, на рыбалку. Ну все, ребят, настроение классное. Не знаю, дорога длинная, ребят. В районе 15 километров нам придется пройти. Как раз это первый такой выход на серьезной на технике. Поменял масло. Все протянул. Короче, техника готова, ребята. Лариса Юрьевна, как настроение? Нормально. Снег, правда, да? Сейчас будет очень сильно в лицо. Да. Так что аккуратно. Ну, быстро не поедем, ребят, потихонечку. Все, ребята, путь дорожку до села. Там остановимся, перекурим. Все, ребят, все. Погнали. Что, ребята, все. Трогаем путь дорогу. Ладно, что, прощай поселок, на 2 дня мы уезжаем. Опа. Так.
небольшая. Все, село пролетели. Отлично по дороге. И уже потихоньку заходим в тайгу. Сейчас немного по тайге, и у нас уже первое будет место, где мы будем расставлять донки. Там 2 заводи. Там поставим не заводи, одна заводь и одна курья такая небольшая. Там поставим жерлицы, возможно щука, и штучки 3-4 донок на налима. Вот в лесу как бы спокойно. Ну вот за ночь, ребята, дало нормально. Мы вдвоем на модуле. Модуль полный. Волокуши. Вот волокуши проваливаются полностью по колье. Соответственно, отлично мы бьем. Ну, длиннобазник справляется. От души прям 20-ка работает. В целом у нас, ребята, получается автопояс около, наверное, 7 метров. Сейчас посчитаю, какой высоты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, 7 метров ровно, ребят, примерно. Все, дальше. Так, ребят, подходим к ручью коварному. Очень коварный ручей. Здесь ни одна машина утонула, потому что здесь переезд. Потихоньку спускаемся и будем проходить этот ручей. Вот стоят палки, где мелко, чтобы брод видно было. Сейчас придется нам разгончика давать. Нормально, ребят. Тут такие морозы были, все промерзло хорошо. Я хруст слышала. Слышала хруст? Вот это добрались, ребята. Кормилица. Сейчас посмотрим, в каком состоянии. Ну да, я правильно что не поехал. Торосов дофига, вот очень много местами. Да и не знаю еще, как перекаты стали. Все, уходим на реку. Все, первое место набрались. Мы отдыхали, пляж? Да, вот здесь мы с тобой отдыхали. Опа. Отлично. Что там как с водой? Нормально, воды нету. Хорошо. Но это стоит пару лунок сделать, и будет воды потом на следующий день тут куча. Все будет давить. Круто. Привет, скала. Давно не виделись, 1,5 месяца. Чуть побольше, наверное. Ну все, отлично. Так, ребят, ну здесь свал, коряжник, здесь вот крутит. Я здесь 2 жерлички поставлю. И вот там курья. Там поставим 2 жерлички. Ну а здесь вот так, не знаю, штук 5, наверное, поставим тычек на налима. И все, с этим местом покончим. Поедем дальше. Идет снег. Я немного приболел. Ну, ничего страшного. Все, бур готов. Живец, ребят, плотва. Ой, зайка. Плотва, ершей нету. Вчера наловил, сидел с фонариками. До 5 вечера пришлось сидеть. Так, ну и жерлички. Жерлички. Есть. Так, сразу чайку попьем. Время у нас. Я сначала жерлицы, ребят, поставлю. Потому что щука может с утра сработать. А потом займемся тычками, буду вырубать их. Ну, чтобы жерлицы уже стояли, мало ли нам на обед щука уже попадется. У нас было такое дело с Илюхой. Приехали, жерлицы поставили, тычки ставим, уже сработка.
Вот так вот. Вот тут я под свалом поставлю парочку. Здесь течения особо нету. Подкручивает так хорошенько. В общем, целый день сегодня буду работать на реке, ребята. Рубить тычки, ставить донки, закидушки, жерлицы. Короче, целый день, ребята, до вечера. А потом уже будем ставить лагерь, потому что я не успею потом все. Буду все-таки один. Но Лариска будет помогать, конечно. Плохо, что приболел еще немножко. Хорошая глубина. Раз, два, три. Здесь буду поднимать. Здесь все-таки щука есть. Ну какая глубина. А на налима буду ложить полностью, ребята. На дно грузила. Как и всегда. Отменная плотва живцовая. Опа. Давай, подруга. Все, ребята. Вот такая работа пока у меня предстоит. Глубоко, блин. Все, ребят, ну отлично. Что, я здесь 3 штуки поставил. Глубоко здесь, уже тут 3 метра. Там где-то 8 метров. И вот там в курье еще поставлю. Тоже штучки 3. И уже потом начнем заниматься тычками. Пойду сейчас курью, пробью, не знаю. Песок, лишь бы в песок не войти. Я не знаю здесь, ребят. Здесь коса, песок. Какая здесь глубина. Посмотрим. Ну, отлично. Раз, два, три. Отличная глубина. 2 метра. Как раз по щуке. Можно даже зайти еще в курью. Здесь также и окунь может взять хороший. И налим на жерлицу. И судак. Здесь вот есть в этих краях. Так что здесь может любая рыба, ребят, попасться. Хищная. Вот так потихоньку будем расставлять. Сегодня все. Ну и вот на противоположном тоже берегу я поставил 4 жерлицы. Протянул, ребята, вот так заводь. 2 метра, наверное. Где-то 2 метра, наверное, тоже. Здесь 1,5. И сюда зашел в курью. Здесь, ну, 1,5, короче. Даже где-то около 2. Все. Ну, больше чистить не буду, потому что реально могу влупить сюда 10, а толку не будет. Поставлю там 2. На обе сработки будут. Так что хочу вот именно вот так почистить. Все, идем рубить тычки. Ладно, что. Пойдем-ка мы поднимемся. Тычонок вырубим. Они у меня потом по сезону лежат на льду. Потом уже приезжаешь спокойно, уже не надо отвлекаться на вот эти дела.
потоньше, подлиннее, постройнее найти надо. Юрьевна идет. Пойдем, говорю, замерзнешь. Я-то двигаюсь, она сидит. Но сегодня у нас такой выход поисковый. Ну, вон что. Типа вот таких надо вещей. Вот таких сейчас и вырубим. А вот стоят 2 штучки. Я Юрьевна в деле. Вот везуха, ребята. Рыбалки-то разные бывают. Здесь тебе и отдых, и спорт, и все на свете. Все. Погнали на лед. Точки такие метров 5-6. Любую яму можно поставить. Ребят, ну что, тычки готовы. Беру еще червей. Это буду ставить на изя Дандробена. Пару пачек у меня есть. Будем ставить продольник на изя. Вот они, красавцы. Ну что, берем бур, тычки. Ну и вот с оттуда, наверное, да, Ларис, начнем. Вон с этой, да, с этой середины. И вот так 6 штучек поставим. 5 тычек, ну, соответственно, и 1 продольник. 5-крючковый. Опа, все. Ехаем. Ехаем. Ехаем, ехаем. Так, ну что, ребят, тычечки. Наши любимые тычечки. Петелька. Делаю 2. Не 1 заход, а 2. Чтобы затянулось хорошенько. И вот сантиметров вот так 10 затягиваю. Все. Все. Опа. Потихоньку отправляем плавать, налима искать. Хорошая глубина. Так. Ну мы, наверное, вот так по этой бровке пойдем, да? Оставляем тычки. Что-то в этом году здесь течения, ребят, нету. В прошлом году здесь было течение. Хотел продольник запустить. Нифига. Течения нету. Не могу запустить. Так, ребят, ну что, у нас первый плюс готов. 6 тычек поставили. Одну по центру. Течения нету. 3 тут жерлички. И там 4. Ну вот, в целом 1 плюс готов. Глубина где-то 2,5 метра. Там где-то 3,5 метра. Все. Чай пьем, едем дальше.
жесткий снегопад, ребят, идет. Очень, конечно, мешает и снимать, конечно, показать вам что-то такое. Ну и так, да, зябко как-то. Ага. Я еще сырой, ребята, весь. Немного приболел, говорю, антибиотики. Бурю у меня прям в пот кидает. Ну, Лариска хоть помогает, хоть этот полегче. Так, у нас первый плес. Едем на второй. Такой тоже неплохой плесик. Там жалится и штуки 3-4 тычки поставим. Вот. Потом третий плес у нас по жалицам чисто. И на одном плесе, где я вот ночевал, закрывал сезон, уже со снегом ясь попадался. Вот там попробую поставить все-таки на червя, на домбродену. Вот эти продольники 5-крючковые. Здесь течения нету. Палочки стоят, даже не колышутся. Обычно они трясутся. Вода упала хорошо, течения нету. Ну все. Так, ну что, добрались, ребята, до этого места. Помните, здесь мои ночевки. Сколько я здесь ночевал. Вот там палаточка стояла. Здесь у меня лодка уплыла. Да, классное место. Вот мы здесь зимой. Совсем недавно стояли у меня здесь донки по налиму. Здесь яма крутит. Ну, сейчас, короче, здесь желечки, ребята, пустим. Здесь штук 5 тычек. Все, не теряем время, иду вырубать. Быстро-быстро все делаем. Вот тут, ребята, галимый песок. Походу хана будет ножам. Сразу же здесь намыло, блин, с песочком. Да, ребят, ножи все встали. Вот этот плес с песком намытый. Ну ладно, что. Будет еще пока. Правда, усилена она, конечно. Так, здесь жерлючки, остатки. Вот. И там поставлю пару тычек и продольник. Мало ли язёк попадется. Так, ребят, ну что, плесик поставили. Лупил тут бур. Сейчас поеду в курью, поставлю еще 3 жилички. Ну и здесь продольник получился поставить 5-крючковый и 3 тычки. Здесь первый живец и 4 на червя на домбродену. Не знаю, посмотрим. Сейчас переедем в курью, там поставим жилички. Так, ну что, ребят, курюшка поставлена. Перекрыл ее вот так полностью. Здесь 3 метра, здесь 2,5, 2 и 1,5. Вот так вот. Река проходит вот так. Получается, есть контакт с рекой. Это очень даже хорошо. Ну вот, здесь обозначились. Едем дальше. У нас уже, блин, времени не хватает, ребят. Еще делов столько, дрова, лагерь. Ладно, что, есть фонарики. Я думаю, не пропадем. Все. Все готово. Везде, короче, сорим, ребята, с снастями. Ну, надо рыбу искать. Иначе никак. Ну, осенью я здесь разведку сделал хорошую. Я здесь все проведал. Специально для зимы. Все, шагаем далее. Наледь поймали. Капитально забурились туда. Сейчас все это надо почистить, потому что если все это барахло замерзнет, там уже не до шуток будет. Все, ребята, последние жерлицы. Есть, конечно, еще тычки. Второй комплект уже в хлам. Лед просто жесть.
Да. Я не знаю, блин, если ехать, сколько надо комплектов брать с собой. А сидеть затачивать тоже не дело. Ну, в общем, последнее место, ребята. Сейчас устанавливаем. И все. В общем, ребят, все. Бур, короче, мертвый. Все, мы даже 4 штуки вот кое-как поставил. Просто это проще нефть найти, наверное, чем лунку пробурить. Все, едем на лагерь. Блин, столько воды на льду местами. Блин, аккуратно надо. Так, да заправочка, ребята. Да заправочка у нас. Подсохли. Лопата нужна всегда зимой, блин, когда едешь с ночевку туда. Так снега-то не было в этом году. Не было. Смотри там это, по снегу. Куда вообще? Сейчас вот эти надо засунуть туда и вытянуть. Просунуть надо. Дырку. Да, да, да. Серьезно. Ты перекрутился, да? Бля. Так, ну что, с Божьей помощью поставили лагерь. Быстро-быстро все. Печурку затопили. Ух. Сейчас поехал за дровами. Здесь, блин, буреломы такие. Туда уперся. Развернуться невозможно. Вот задний ход, ребят, рулит. Задником про волокушки снял, задом прокарабкался. Все, выехал. Гусянку надо по приезду почистить опять. Все забито. Ну, сейчас валежник какой-нибудь, ребят, распилю по суше. На ночь дров много надо. И все. Лариска там уже бытом занимается. Все, уже провели свет, ребята. Печка топится. Газ.
Баллон сегодня брал. Короче, все у нас культурно. Устал уже, ребят, устал. Состояние слабенькое такое. Ну ладно, что, нормально. Живы будем, не побрем, как говорится. Сейчас что-нибудь поищем. Вот, ребят, нашел. Там еще дупло сверху. Придется позаимствовать нечаянно. Но что быть? Такого больше нормального ничего не видел. Есть здоровый, есть тонкий. Это вот недалеко от дороги как раз. Можно куда заехать. Ой-ой, пилим. Что, ребята, все, наконец-то мы уже приземлились, так скажем. Я только приземлился, Лариска уже ужин делает, потому что, блин, нифига мы не успели. Время у нас уже 4. А кушать очень хотим. Вообще не завтракали даже. По кофе хапнули и погнали. Да, время у нас 3:30. Физики сегодня у меня было много. 2 раза мы с Лариской застревали. 1 раз даже перевернулись, ребят, здесь куда поднимались в лес, сюда в тайгу. Здесь такой берег, его моет, получается. Он такой, и там получается корень какой-то. Мы на него налетели. Хотел с разгону дать. Перевернулись, короче, ребят. Ну все, что, дрова заготовлены. Свет есть. Газ есть. Воды только нет, ребят. Воду мы забыли благополучно. Или даже не думали о ней. На речку же едем, как обычно. Ну, короче, снег, ребят, будем топить, если что. Ну что, таежный чай вообще. С соринками, с таежными веточками. В каждой соринке где-то витаминка. Все, ребят, что, уже Лариска на ужин упала.
как То ли обычно. обед, то ли ужин. То ли обед, то ли ужин. Сегодня, говорит, будет у нас лагман. Я вообще не знаю, что за блюдо такое, что за название. Но в целом очень, походу, вкусно будет, потому что уже есть мясо, ребят. Из говядины. Все, ребят, сейчас немножко тут приземляемся, вещи по углам. Палатка маленькая. Многие спрашивают, Алтай, второй. Ну вот. Ну, короче, поставили, ребят, плитку. Газ, баллон на улицу вниз. Чтобы, если что, вот реально готовить было удобно. Потому что здесь, вот на этой печке, уже труба идет спереди и немножко неудобно. А так что? Классно что? Будем кайфовать сегодня здесь. Сейчас, ребят, все покажу. Потом покажу, как мы обустроились. Покажу дрова, все, где мы заехали. Ну, короче, ребят, сейчас надо просто горячего, реально. Пока без комментариев, без всяких эмоций. Устали, набурились, намотались, застревали. Столько воды налил, жесть, короче. Ну, поставили, да, поставили. Хотел побольше, конечно. И черви есть, и живец есть. Ну, с таким льдом, короче, ребят, делов очень много. Ладно, все разговорился. Давайте уже приземляться немножко. Порезали мясо, ребят, немножко. Хотим с Ларисой Юрьевной бокальчик поднять на стоечке, с дорожки. Для аппетита, так скажем. Уже давно хотели, ребят, выехать по поводу ночной рыбалки. Вот, и все хотел попробовать, как оно. Ну, в хороший минус. Плотная такая уже зима. Ну, декабрь месяц самый такой оптимальный для проверки этого времени, потому что, ну, сейчас в 3 часа уже темно. И расцветет только в 8, получается. Соответственно, все это время ты будешь находиться в палатке. Ну, не на льду. Можно было, конечно, это и на льду, но здесь, ребята, и дрова, здесь сложные берега очень крутые. Так что поднялись, нам пришлось обратно возвратиться, чтобы вернуться хотя бы сюда в лес, потому что здесь, ну, вот так, такие места прикольные. Ну вот, ладно, что, полца, мясца, бутерброд сейчас с маслом сделаем, ребята. Вкусно, поужинаем. Лариска делает лагман, ты же зажаривать мясо уже, да, Лариска? Да. В казанке. Сейчас буду добавлять лук, морковь и чеснок. Ага. Зажарилась у нас говядина. Добавляем лук и морковку. Сейчас чеснок еще добавим. Сейчас немножко затушится у нас. Сейчас добавим сладкий перец и помидоры. И пока все это мы жарим, тушим. Сколько здесь воды? Сейчас добавим картошку. И дальше будем варить. Так, картошка, значит, у нас уже немножко там проварилась. Так, это был уже. Так, лаврушка. Черный перец. Последний тоже. Немножко неудобно, да, Ларис? Ну, немножко, да. Куркуму я ложу всегда. Многие добавляют томат-пасту, когда вот это все делают. Я делаю лагман с куркумой. Мне очень нравится. Это получается даже не белый суп, а желтый. И добавляю копченую паприку.
Очень мне нравится копченая паприка. Я даже не знал, что есть еще копченые специи. Да. Копченая паприка. Ну, вот они стоят копейки, да, согласись? Не скажу, копченая паприка рублей 60 этот пакетик стоит. Ну да, это дорого для этого. Согласен. Так, ну что, ребят, смотрите, на каком пятаке мы остановились. Здесь, в принципе, идет старая дорога, старинная. Вот. И тут она идет, петляет на повороты. И вот в целом мы здесь, ребята, вот в этом углу и тормознули. Здесь сразу вот, сейчас я вам покажу. Вот там, ребят, река, метров 5 обрыв. Ну и вот здесь, ребята, в этом пятачке решили тормознуть. Не стал я подниматься, потому что я знаю, там еще будут спуски, подъемы. Потому что идет вдоль обрыва. И вот уже рядышком, ребят, где дорога, вот, допустим, там уже идет намыто рекой. Короче, мы там перевернулись. Ну все, ребят, я поставил на прикол саночки. Эти почистил немножко. Дровишки, ребята, напилил. Все, здесь у нас упаковано все уже. Буры, пишня. Там чехлы висят, подтяжки, вытяжечки. Почистил немного мотособаку. Так, ну воды хапал сегодня раза 3, наверное. Вот, ребята. Так, в целом палаточка, ребят. Вот, вывел газ-баллон. Шланг протянули туда. Так, еще в целом, ребят, уютненько, вдвоем. В принципе, нормально. Все, культур-мультур. Кушать готовится. Сейчас будем обалдеть, отдыхать. В тайге, ребята. Давно хотел в тайгу выехать. Ё-моё. Тут по местности двигаюсь, но там не то. В тайгу вот охота. Уже подальше. Это уже такие ощущения своеобразные. Потише здесь. Поспокойней. Ну как потише, никого нету. Нормально. Ребят, что-то мы хотели поужинать, а в Оконцове у нас хлеба нету. Я взял немного вчерашнего хлеба, там чуть-чуть. В Оконцове, ребят, хлеба нету. Ну и что? Лариса хочет приготовить хлеб, ребята. Полевых. Ну, лепешки. Сейчас сделаем лепехи. Ну, как обычно делают лепехи, хлеб как бы не запекают. Сейчас мы также сделаем. Ну-ка, наверное, не будем, это много будет, целой пачки. Ну, конечно, что сделать так, по существу. Соль, кефир, яйцо. Пока здесь. Хлеба, ребят, хлеба нету, я еще раз говорю, но у нас и муки особо-то нету. Мука у меня в контейнере лежит. Я бывает, ну, у нас рыбку пожарили. Остался один перец, зелень и сыр. Все сюда накрошим, сделаем оладушки какие-нибудь. Да, и вот муки, ребят, немного, смотрите. Ну, как-то так будет ленивая пицца. Что, с шефом нормально двигаться, ребята. Сейчас не проголодаемся. Ну, что, если остались продукты, можно что-то сообразить же. Давай, показывай. Терки нет, лайфхак. Будем стругать так, все равно будет плавиться. Ну вот, ребята, в кефире замешалось такое одно количество всяких ингредиентов. Что это у нас было, получается? Берез, да, болгарский? Да. Зелень и сыр. Да. Ну вот сейчас муки добавим еще туда, ребят. То, что вот у меня было. Походная мукенка моя. Остатки. Надеюсь, без рыбы и чешуи. Я не дополнял просто эти провизии, не дополнял, потому что этот косяк. Походный рюкзак был ночной уже с осени еще. Еще не обходил его, не поправлял как-то. Пошли первые прожаренные.
с обеих сторон. Мгм. Вот и хлеб, да? Да. Еще и вкусный. Еще и вкусный. Ребят, последнее, ну это дрюнина. Стабильно дрюнина. Ну, раз дрюнина, значит, тогда вот такую сделаем. Одну цельную. А у меня котлеты такие, Лариса Юрьевна, что? Я фарш беру пацанам делать, это пока доедешь, весь дороги перетрясется, бедолага. Ой, пока у Дрюни пицца жарится, он сейчас пойдет и помоет тарелку. Да, это точно, блядь. Ай, блин. Ну, красота. Вообще, да? Вообще пушка. Вот такие, ребят, движушки. Такие красотки получились. Вкусно, очень вкусно, реально. Ох, пушка. Ну что, братцы, вот лагманчик. Вот такого цвета, как Лариса и сказала, он такого желтого цвета. И вот такие лепехи. Ленивая пицца. Это пицца у Дрюни. Чисто его. С сыром, чесноком. Очень круто. Чуете, ребят, да? Чуете, пахнет, да, как? Суперски. Ну вот как-то вот так у нас. Такой у нас праздничный ужин. Все-таки выехали. Молодцы. Ребят, что, приятного всем аппетита, наверное. Мы поужинаем. Наконец-то. Наконец-то. Время у нас как раз уже ближе к 6, наверное. Остановились, кстати, недалеко. Ну, от поселка далеко будет, но от села здесь всего недалеко. Ну, недалеко особо. Проскальзывает связь какая-то даже, можно позвонить даже в пределах. Ну, интернета нету. Но связь есть. Очень стало удобно, ребят. Почему? Потому что на поселке поставили новую сеть. И на селе на другом поставили новую сеть. И сейчас мы находимся в этом радиусе. И как не какой-то усилитель появился. Очень стало удобно. Допустим, той же осенью здесь связи вообще не было. А сейчас появляется даже связь, можно позвонить. Очень круто. Ну что, Ларис, давай. Ешь давай. Хочу за тебя выпить. Ребят, за вас хочу выпить. С наступающим, наверное, всех. Да? Да, поздравление будет попозже. Ребят, попозже вас поздравим в любом случае. А сейчас пока просто посидим, поужинаем, потарахтим. Печурка топится. Что-то там буря поднимается какая-то, вьюга. А нам тепло. А нам классно, вкусно и тепло. Давайте, ребят. Всем приятно. Всем приятно. Время уже 9 час. Классно мы поужинали вообще. Просто посидели, пообщались. Не знаю, поговорили о многом, о всем там, туда-сюда. Построили планы на 21-й. И сейчас пойдем, ребята, взорвем салют. Да, оставим все 2020. Да, пускай это улетит. Все эти невзгоды, плохие вот эти воспоминания. Просто вот этот воздух и где-то растворится, наверное. И будем жить, ребята, в новом году. И, не знаю, строить планы, наверное, и как-то Ставить новые цели. новые цели, согласен. Идти к этим Только целям. вперед, только вперед. Только вперед. Всё, Конечно. ребята, Ни шагу назад. давай, погнали на улицу сейчас. Позарываем немножко. Поднимаем фитилек. Зажигаем фитилек. Ага, сейчас надо как-то этот фитилек поджечь. А, слышишь, я так думаю, А, вон его надо достать. Видишь, он там такой. для этого нужны большие ногти. Смотри, Да. смотри. А, Вот видишь, когда бывает спасают ногти. я-то Клево. думал, мои грязные, они всегда работали. Что, поджигаем? Давай. Опа! Все, ребята, понеслась.
С наступающим! Ура! Смотри, как клево! А мы в лесу! Все. Слышь, ну точно, никто к нам не подойдет. Ну что, братцы, все, взорвались. Взорвали тайгу, так скажем. Все, улетели эти 8 залпов. Красиво, да? Да. В лесу, ребят, особенно красиво. Никогда вообще таких моментов не было. Я думаю, будет чаще так делать. Когда вот с ребятами будем выезжать, наверное, почаще таких моментов. Ну, это реально какое-то веселье, такой драйва даже дает. Ой, почаще у нас вообще это первый раз. Ну, в это лесу да. и здесь. Я вообще в общем говорю, да. Хочу, ребят, выпить 5 капель и как бы поздравить вас всех с Новым годом, с наступающим, да, потому что мы сейчас еще не в Новом году, но я думаю, возможно, будет это видео на пороге или даже в Новом году. Я хочу, ребят, выпить за своего подписчика, такого интересного человека для меня, потому что человек живет даже не в России, а живет в Соединенных Штатах, в Америке. Не буду конкретно говорить штат. Зовут его Вадим Макарский. Это бывший соотечественник. Он уже давно живет там. И через видос он получает эту энергию и как бы наслаждается этой природой России. И вспоминает те годы, когда он жил здесь. Вообще, в общем. И как бы постоянно передает приветы мне. И немного сделал мне подарка, ребята. Отправил одну сумму денег, чтобы я прикупил раскладушечку, печку, чтобы вот находиться здесь и вот передавать вам приветы. Сколько было видео по осени, когда я лежал вот на ковриках, там, он говорит: Андрюха, хорош, я высылаю тебе денег. Лучше, говорит, главное, говорит, здоровье, а остальное будет и уловы, и хорошие рыбалки, и плохие. И как бы, соответственно, я прикупил все. Вот, ребят, это раскладушечка. Да, спасибо Вадиму. Это он все это как бы поспонсировал. И печка, ребята. Это печка у моего кореша. Но скоро будет своя печка, большая, хорошая. И, соответственно, будем уже выезжать надолго. И кайфовать, наверное, и рыбачить. Так что, Вадим, спасибо тебе огромное. От души прям признателен тебе. С Новым годом, с праздником. И пусть все будет хорошо. Так что, ребята, вот такой небольшой презент Вадиму, ну, потому что, не знаю, человека пройти мимо реально очень помог, и я признателен с большой буквы, и как бы низкий поклон прям. Чем, ребят, мы еще по 5 капель, наверное, и будем отдыхать. Да, Лариса Юрьевна? Сегодня тяжелый день был у нас. Лариска замерзла, я вообще спотел. Вот. Ну, в целом, не знаю, проставились. У нас получается раз, два, три, четыре. 4 точки у нас, ребята. Завтра будем смотреть, да. Возможно, как бы рыбалка никто-то не назовет, но в целом это вот такая рыбалка бывает. Трудовая. Трудовая рыбалка, да, немного как промысловая. Ну, Как повезет. как повезет, да, возможно. Все-таки декабрь месяц. Алин, возможно, на икромете уже какой-то. Какой-то молодой, может, еще двигается. Ну, может, щука какая-то, не знаю, ребят. Так что завтра все покажет. А так, что нам? Все классно. Да. Такой ужин, ребят, званый. Вообще, хата открыта, заходите, любого примем, накормим. Лариса тут накормит 100%. Напоим. У нас все тут. Нам тепло, хорошо и уютно. Да, так что, ребят, кайфуем, отдыхаем. Все, ребят, давайте с наступающим, наверное, и что, будем прощаться до завтра. Завтра будет день, будет пища. Увидим, что по результату. Нет, так нет, что. Не будем как бы в огорчухе. В любом случае. Ну, хотелось бы налима, треску увидеть. Соскучился уже по пятнистому с осени. Так что завтра увидимся, конечно. Все, ребят, давайте всем спокойных. Для вас там пару секунд, а для нас целая прям хорошая ночь. Да. Часов 15, потому что время только, ну, уже в 12 часов, наверное. Все, ребят, давайте до завтра. Всего доброго.
чайочек. Доброе утро. Время уже 9 утра. Шикарно мы с Лариской отдохнули, выспались. Мы спали на одной раскладушке, ребята, вольтом. Можно было, конечно, рядышком, но затекает бочина, потом надо переворачиваться. А вот вольтом, в принципе, нормально. Ничего, шикарно отдохнули. Я с этой стороны стою. Короче, нормально, ребята. Ну вот надо вторую раскладушку, конечно, чтобы можно полноценно выходить. Все, ребят, у нас завтрак. Яйца. Доедаем вчерашнего лагман. Тоже съесть. Ленивая пицца. Кофе, ребята. Все круто, все классно. Мандаринки. Ну, покладывали, я не знаю, раз, наверное, сколько, Ларис? Раз 5. Ну, каждые 1,5-2 часа. Каждые 1,5-2 часа, ребят. Палеты не трогали, вот эти брикеты, палеты, брикеты, не знаю. Вот, топили дровами все. И дров еще там целый воз остался. Так что, не знаю, ну, чурбанов, может, вот таких, не знаю, может, 4 ушло, 5. Короче, нормально, на минимум ставим, ребята, и все. Тепло, снег шел всю ночь. Местами даже аж так бурскал, блин. Все засыпало снегом. Ждали этот снег, ребята, сейчас он не прекращается. Вот. Ну что, сейчас завтракаем, отдыхаем немножко, наверное, еще и на проверку. Точнее, на проверку будем собирать сразу снасти. Посмотрим, ребята, получится у нас добыть, не получится. Но отдохнули очень круто. Ладно, кушаем. Котелок поставь на плиту. Чтобы быстрее вскипел. Горячо, да? Угу. Я тут сейчас кладу. Промеш этих ставь. За тот угол. Ну что, кормилец, давай. Твой выход. Снега намело, блин. Едем на проверку, грузимся, мусор забрали, все забрали, едем. Ребят, мы Саня не берем с собой, потом домой поедем,
зацепим. Лишний балласт не возить. Груза тут столько. Налегке пойдем на проверочку. Все. Гоним. Полностью проваливается, смотри. Это снега рыхлого намолотило. Добрались до первого места. Здесь стоял в заводе 4 жалицы, 3 флага. Охренеть. Там стоял 3, 1 стоит. Вот это да. Прикольно, блин. И главное по всей дистанции. Блин. Здесь я на щуку ставил. На лимон как бы не ожидал. Сейчас будем смотреть. Лопатку нам надо здесь. Ну тут нормально так размотала. Да. Ну выбила походу. Сейчас посмотрим, кто такая. Да, это щука. Вон был удар. Был удар. Так. Что далее, ребята? Ну, какие-то покусы были на той. Здесь что-то какая-то борода. Перехлёст. Тоже пошибал. Ну, такие удары, смотри. Хорошие. Так, тут что у нас? Ну, также такая же ситуация. Вообще что сделал, смотри. Ну не заглотил почему-то. Мелкие порезы, да, щучки, наверное. Ну живое, значит, место, что? Все-таки на разведку ехали. Значит, есть тут рыбеха. Можно пробовать. Ну, осталась живая, ребят. 4 жалицы, 3 сработки. Живца так изрядно потрепала и выплюнула. Хотя на двойниках стоит. Заглота нету. Так, у нас на противоположном, там в коряжнике, тоже загар есть. И стоит 5 тычек и 1 продольник. А, нет, 6 тычек, ребят. Продольничек там у нас. Смотрите, ребят, сколько воды давануло. Почти полностью вымотала. Не знаю почему остановила. А, вон, перехлестнулась. Перехлестнулась. Так, здесь, ребят, в корягу завела. Завела в корягу. Короче, что-то идет еле-еле. Чувствую, что как будто корягу завела. Все. Здесь коряжник. Щука была. Точнее, щука есть. Вон она, даже бодает. Но это не наша. Так, ладно, что мы ее оставляем напоследок. Может, одумается, выйдет сама как-нибудь. Щука хорошая, или налим хороший. Чувствуется. Ну, увы. Вон, ребят, смотрите. Погнала, погнала, погнала. Ну вот она. Что-то тут зацепляется. Все, вот я вот тут встал конкретно. И не могу. Есть рыба, да? Точно не здесь.
где-то на дне. Че, будем рвать? Что делать? Рыба хорошая. Она вводит там даже, несмотря с таким коряжником. Считай, утаскивает. Я-то руками еле протаскиваю. Ну, чувствуешь, леска. Она утаскивает даже без всяких сил. Все. Прощай, рыбешка. Ну вот. Ну чё. Тоже результат, скажем. Коряжники. Почему нет? Если знаешь, что это коряжник. Не иначе 10 метров выпускать леску. 5 метров достаточно. Чтобы она не гуляла с леской здесь. Может, она вчера клюнула, пока мы только поставили. Она всю ночь тут бродила. Обидно. Рыба достойна была, ребят, чувствовалась. Ну а что, тысячки кормилицы не должны подвести. Жерлицы не вывезли коляску. Тычонки что? Здесь течение у нас. Глубоко. Тоже пусто. Живой живец. А, здесь был налим. Немножко пожмякал и выплюнул. Мелкий, значит. Мелкий налим. Тут пустой крючок. Сбил, может быть. Так, ребят, ну что, последняя Ларискина. Она вчерашняя ионная. 6-я тычка в этом месте. Погнали. Ну, по ощущениям кто-то есть, Ларис. Ну ты какая ты фартовая. Ясь. Ясь, ребята. Какой большой. Это они тут сбивают, оказывается. Не, это голавль. Голавль красивый. Да какой. Мы же тут часто ловили, помнишь? Да. Крутой, ребята, парень. Фартовая ты, мадемуазель. Красава. Красивый, ребята. Достойный. Че, возьмем или отпустим? Возьмем, конечно. Красивый, смотри какой. Смотри, какое оперение у него. Хвост какой. А тут, как написано, блин. Ладно, че, возьмем. Ирина говорит брать. Я бы отпустил его, конечно. Зачем отпустил? Ну, красивый, че. В смысле красивый? Ладно, возьмем. Ребят, ну что, коряжник, в принципе, порадовал. Здесь хорошая была рыба. Я прям с трудом через коряжник вытаскивал, и она спокойно назад все вытаскивала. На той стороне 4 загара, точнее 3. Походу мелкая щука или окунь. Здесь голавль, один потрепанный живец и одного нету. Ну, возможно, они и ходили, проказники. Так, еще едем дальше. У нас там более перспективное место. Я на него ставки ставлю. Все-таки, я думаю, там треска порадует нас. Воды, ребят, давануло, смотрите. Сейчас придется задним ходом потихоньку выехать. И сам едет, ребята, автомат. Видно, сколько воды. Просто жесть. О, поймали воду.
Добрались до очередной точки. Тут 3 жерлицы. Загаров не вижу. В курье вижу загар. Один. Кто-то есть. Опять хапнули воды. Вообще капитально. Сейчас забила опять гусянку. Просто жесть. Надо будет чистить. Ладно, пока проверимся. Соберу еще жерлицы. 3 штучки. Нет загаров. Ребята, здесь рыба на жерлице вроде. Да. Есть налим. Чувствуется налим. Сопляк. Он даже флажок не поднял. Грязнобай. На ельчика позарился. Ну, заготе, ребятки. Такого брать придется. Мелкий. Грязнобай. Есть грязный. По писку ползал. Так, ладно. Достаем. Здесь, ребят, тоже был налим. Смотри. Полностью. Уже почти переварил. И выплюнул. Зараза. Флажки почему-то не сработали. Это такой снегопад был. Все-таки ночью уже поклевки были. За это время уже засыпал. Хорошо. Снег. Ребят, здесь такая же херня. Смотри. Аж содрал. Да. Мелкий, что ли, налим? Да, это вот у него. Вот видишь, у него этот. Наждачка егоная. Ну что, получается 3 жерлицы здесь, и тоже они не впустую. Одного мы поймали маленького. И были, получается, поклевки. Ну, значит, на тычку, наверное, что-то должны взять. Там все-таки одинарник. И здесь у меня, кстати, ребята, стоит продольник, который мы не могли запустить все. Течения не хватает, не тащит его. Сейчас будем смотреть продольник. Отлично. Так, что, ребята, здесь у нас что? Продольник, да? Да, вроде продольник здесь, ребята. Здесь, кстати, я вот поймал песок. Здесь глубоко, очень глубоко. Здесь, кстати, у нас червь стоит, добродена. Вот тебе и червь. Никто не хочет червей кушать. Сейчас будет мешать. Крючки цепляться будут. Червя никто не поел. Червя не хотят. Пустой продольник. Живет живой. Живца заберем. Пусто. Воды сколько. Охренеть. Вон, смотри, вода как прет. Фонтаном, прям гейзером. Вот потом, если морозы стукают, это все замерзает. И хана. Так, здесь что-то есть. Ух ты, блин, оторвал. Ё-моё. Оторвал, ребята. А, щука была. Хорошая щука была. Скусила. Ё-моё. Хорошая была рыба, ребята. Что за непруха-то, а? Щука была здоровая. Оторвала. Ребята, оторвал. Блин. Был тут злодюга. Щука вроде была крупная. Хорошая такая. Ну что, жерлицы пожеванные. Продольник не сработал. Обрыв. И
А на одной тычке еще не было живца. Едем в заводь. Флаг вроде стоит. Так, ребят, ну что, у нас тут 4 жерлички. Сработал центр. И я смотрю, вымотка полная. Вымотка полная, это хорошо. Здесь также может налим взять. Может щука взять. И тоже завело, короче. Ё-моё. Ты куда заводить? А здесь что? Тоже есть коряги. А, тут же кусты вон у тебя. Короче, может и налим. Да, короче, не фартит. Блин. Может и налим взял, кстати. Налим они любят потом заводить. Когда долго сидят на леске. Леска крепкая. А что делать мне быть? Хрена себе. Оторвал. Блин, а? Не прухер, ребята. Здесь завели тоже. Куда завел, не знаю. Так, ребят, ну что, мы прибыли на последнюю точку. Здесь у нас тишина, нет загаров. Ну, может быть, опять же, засыпало и не сработал. Сейчас проверим. Все в воде, куча воды. Я на эту точку надеялся. А у нас никого здесь. Ну что, братцы, все. Выезжаем. Забираем телегу нашу и карабкаемся потихоньку. Классные покатушки. Обметаем вещи, заносим сушить в баню. Ну что, ребят, по рыбалке? По рыбалке даже неплохо. Рыба показала себя, сходы. Так что можно рыбачить. Да, не важно то, что мы поймали немножко, но отдохнуть-то мы отдохнули, ребят, по-человечески. Все, братва, буду прощаться. Впереди теплая баня. Все, всем хорошего настроения. Пока.